Камбажапцыбиков. Избранные труды. Часть 13. Читаем заключительную часть труда Камбажапцыбикова Дзангхава и его сочинения Ламрим Чинпо. Главнейшими среди многочисленных учеников Дзангхавы был Джалсап Дharmarинчен и бригунский блюститель Виней Такбажалсан. Самым же интимным учеником его был Хайдуб Гылык-Балсан, который много содействовал распространению ламаизма. При Дзангхаве, по его указанию, основаны 4 монастыря – Брейбун, Сера, Галдан и Дашилхунпо, которые затем затмили собою прежние известные монастыри Санпу, Джармулин, Гатон и другие, и выделялись среди прежних новым устройством так называемых дацанов или факультетов для изучения буддийской философии. Скажем о каждом из них. Брейбун находится в 5-6 верстах на северо-запад от Лхасы, а основан ламой Джамьен Тордже Дашибалданом, родившимся в 1379 году, в год земляной овцы, в знатной семье, проживавшей около старинного монастыря Самья. Этот лама посвятил себя изучению священных писаний в старинных монастырях того времени, а звание бикшу получил уже от лам новой секты. Монастырь Брайбун, что значит «куча плодов», так назван в подражании индийскому Дханьякатака, старинному названию главного города области Орисса. Он создал в 1416 году. Это самый большой Галукпинский монастырь, в котором сами ламаиты насчитывают до 7-8 тысяч обитателей. Вначале здесь было 7 факультетов, изучающих буддийскую догматику, но 18 или начало 19 веков установились только 3 факультета философских и 1 тантрийский. На факультете Гоман обучаются почти все пришельцы из Монголии, из сибирских бурят и волжских калмыков. Факультет замечателен тем, что, заняв господствующее положение после так называемой реформации Дзангхавы, дал влиятельных настоятелей, из коих 10-й по имени Гиндун Джамсо возымел такой авторитет, что построил здесь большой дворец Галдан-Пабран. А после смерти его явились соискатели места его перерожденца. Один из соискателей Депа, это управитель, Намджел Дакпа, настойчивыми происками добился того, что его сын, будущий Далай-лама Соддам Джамсо, был определен перерожденцем Гиндун Джамсо и впоследствии заместителем настоятеля Брейбунского монастыря. Ему пришлось отправиться в Монголию в 1582 году по приглашению монгольского Алтанхана и получить титул Далай-ламы. Более полвека позднее, 3-му, а если считать со времени Дзангхавы, то 5-му Далай-ламе при помощи монгольского Гушихана удалось стать главой и всего светского населения Центрального Тибета. Таким образом, Далай-лама, первоначально настоятель обширнейшего монастыря желтошапочной секты, стал во главе не только духовенства, но и администрации всего населения Тибета. Второй большой монастырь Сера, в верстах в 2,5 или 3 на север от Лхасы, основан также современником и учеником Дзангхавы Джамчен Чоэрджи по имени Шакшаиши, который, как сказано выше, дважды ездил вместо Дзангхавы к Минскому двору при императорах Юнло и Сюнде. После первой поездки он вернулся в Тибет еще при жизни своего знаменитого учителя, и в год его смерти основал монастырь Сера, это 1419 год, в котором теперь 2 философских факультета и 1 тантрийский. В Сера живет много пришельцев из Восточного Тибета. Этим, пожалуй, можно объяснить тот факт, что его монахи принимали и принимают большое участие в возмущениях и стычках, происходивших на политической почве.
Сэра постоянно находился в соревновании с монастырем Брайбун, но успеха в этой борьбе не имел. Галдан, в верстах в 20 выше Лхасы, основан самим Занхавой в 1409 году. Стоит монастырь у вершины высокой горы. Здесь около 2000 монахов, собирающихся из разных мест, не исключая и наших ламаистов. В монастыре 2 философских и 2 тантрийских факультета, причем последние отличаются особой дисциплиной. Монахи проводят большую часть года в Лхасе и в странствиях по окрестностям. Дашил Хунпо находится в провинции Цзан, в нижнем течении реки Нянна. Вблизи ее впадение в реку Цзанпочу, это Брахматпутра. В верстах в 250 от Лхасы. Монастырь основан уже после смерти Занхавы в 1447 году. Учеником его Гэндендубом, который считается первым Далай-ламой, хотя ни он, ни следующий за ним настоятель не именовались этим титулом, в который они возведены были уже после смерти. Монахов здесь насчитывалось до 3000. Имеются 2 факультета философии и 1 тантрийский. С 17 века настоятели этого монастыря стали именоваться Панчен Римпоче, а по-монгольски Банчен Ирдени. Ирдени, как мы знаем, это означает драгоценность. Это самые большие монастыри желтошапочников в Центральном Тибете, а малых весьма много. В Восточном Тибете тоже несколько больших монастырей желтошапочной секты, но самые знаменитые, посещаемые монголами, это Лабран, дворец ламы, и упомянутый выше Гумбум. Лабран основан ламой, бывшим настоятелем Гаманского факультета в Брайбуне, Агван Зондуем. Этот лама жил с 1648 года по 1722 год и был замечательным ученым. Ему принадлежат много сочинений, одно из коих «Думта», или, как произносят некоторые, «Румта», «Взгляды буддийских школ в Индии». Неоднократно цитировано академиком Васильевым в первом томе его «Буддизма». Эта книга так называется, под названием «Сиддханта Джамьян Шадбы». Перерожденцы Агван Зондуя стали именоваться Джамьян Шадба. Каковой титул, значащий «смеющийся Манджушри», произошел от того, что в Лхасе одно рисованное на стене портика храма изображение Манджушри улыбнулось в виде Агван Зондуя. Так говорит легенда. Здесь существует философский факультет и несколько тантрийских под разными названиями. Гумбум – монастырь на месте рождения Занхавы. О нем уже сказано выше. Здесь прибавим, что в нем 1 философский и 1 тантрийский факультеты. Далее в Монголии есть в настоящее время несколько монастырей, где изучается буддийская философия по методу Занхавы. Такие же монастыри есть и у бурят в Забайкальской области, и в последнее время учреждена, по крайней мере, 1 такая школа у волжских калмыков. Теперь во всех ламаистских монастырях совершаются общие служения, так называемые цокчин, что значит «большое собрание». С наступления утра в монастыре уже упоминается имя Занхавы, в призывных словах молитвы Мигзема с крыши дома собрания Дугана в Брайбуне или собравшимися в Дугане. Все служение, начиная с книг, которые нужно читать, и кончая правилами, как нужно пить чай в собрании, установлено Занхавой. У ламаитов теперь утвердилось мнение, что лама является 4-й и даже более важной драгоценностью всех прежних 3 – Будда, учение и община. Это можно доказать тем, что в приобретенном мною в гумбумской типографии символе веры прибавлен стих «Верую в ламу», к прежним 3 – «Верую в Будду», «Верую в учение» и «Верую в общину». В некоторых монгольских рукописях я встречал такое же добавление. Затем в Большом собрании ежедневно читается обращение к Занхаве под названием Галдан-Лхабжама.
в конце которого читают и упомянутую выше молитву Микзейма. Резче всего монастыри желтой секты отличаются от других своими факультетами цанид, изучающими всю буддийскую философию, какая создалась у индийских ученых последних веков буддизма в Индии. Монастыри, где введено изучение цанида, имеют особое здание, называемое дацаном, что означает училище или учебный двор. В Тибете здания этих дацанов по внешнему виду не отличаются от здания цокчена, разве только являются немного меньшими по размерам. Там все послушники и монахи должны записаться на один из факультетов. В других же монастырях нет такого правила, но все-таки большинство старается записаться в один из дацанов даже с малых лет, главным образом из-за материальных расчетов. Факультет имеет свои земли и вообще доходы, которые он делит между своими учащимися. Каждый факультет делится на 13 классов или курсов дзинда. Они носят свои специальные названия: хадак, шидуб или юлджан, лорик и джиндбре. Курсы, на коих изучаются логика и психология: дондунджу, чонсурньог, чонсурнгон, нарчин, парчин. Курсы, на коих изучают парамиты, умасарба, уманинпо. Курсы, посвященные мадхьямике, дзотсарба и дзотнино. Изучают Абидхарму и Дулбо, изучают Винай. Факультеты эти функционируют полгода с 2 перерывами в каждом сезоне, 1 месяц и полмесяца. Кроме того, в году бывает по 4 месячных и 4 полумесячных занятия. Собираются на факультет 3 раза в день. После 3 дней занятий следует отдых, который называют шинлен, то есть брать дрова, что показывает на происхождение этого дня как свободного от занятий для заготовки топлива. Собрания на факультете посвящаются теперь больше хоровому чтению молитвы и благожеланий и представляют скорее простейшую обрядность. Чтения заканчиваются упражнениями в философии при помощи диспутов. В теплое время каждый курс имеет особое место в специальных дворах или садах. После 8 младших курсов монах как бы оканчивает детский период учения, празднует завершение изучения пирамид и получает некоторую самостоятельность и звание гишея. После же окончания всех курсов он уже вступает в разряд изучивших всю науку, карампа. Затем желающие продолжают изучение философии и могут получать разные ученые звания. Эти звания в разных монастырях Тибета и Монголии различные. Раджамба, Габжо, Цограмба, Дорамба, Лхарамба и Качин. Степени зависят только от места, где они получены. Высшую степень Раджамба представляют только в Гумбуме, Габжо в монгольских и бурятских монастырях, Дорамба в Лабране, Цограмба и Лхарамба в Хасе и Качин в Дашилхумбо. Окончивший все 13 курсов школы, цанид считается знатоком 5 предметов философской науки. Предметы эти, как уже упомянуто выше, суть. Первое – логика с психологией по сочинениям Дхармакирти. Она понимается как учение о правилах созерцания. Второе – это трансцендентальная философия по сочинению Майтреи, преподанному Асанге. Третье – это срединный путь философии по сочинению Мадхьямика Аватара, ученого Чандракирти. Четвертое – ясные законы по сочинению Васубандху, Абидхармакоша. Пятое – Винай, то есть предписания для разных степеней монашества. Такой порядок продолжения курса с первого раза кажется странным, так как логика и психология стоят на первом месте. Значит, для начинающих изучение философии мальчиков обыкновенно от 11 до 15 лет. Правда, можно это объяснить тем, что логика изучается на самых доступных примерах.
вроде цвета предметов, на которых основываются силлогизмы для диспутов. Более капитальные занятия философией начинаются с класса дончжу, то есть с 5-го года изучения цанит. На следующих 6 курсах с 5 по 11 проходит трансцендентальную философию по основным руководствам, которые знают наизусть почти каждый студент факультета. На эти краткие руководства, называемые дзава, имеются толкования разных уже тибетских лам, например, Джамьен Шатбы Далай-ламы V, Соднам Дагбы, 15-го наместника Дзанхавы, Сыратского Дандарбы и прочие. Самыми распространенными ныне являются толкования Джамьен Шатбы, особенно в тех монастырях, где имеется лишь один факультет. Если факультетов 2, то на втором изучают Йикча, Соднам Дагбы, как, например, в Урге. Остальные толкования очень мало распространены. Я сравнительно долго останавливался на учрежденной Дзанхавой школе цанит по 2 причинам. Во-первых, учреждением их Дзанхава пересадил в Тибет изучение Махаяны по толкованию философов периода расцвета ее в Индии с 5 по 10 века. И во-вторых, вопрос этот в нашей литературе не разработан надлежащим образом, хотя ученый, знаток Монголии профессор Позднеев, дает краткие сведения о рассматриваемой школе. Гораздо меньший процент обитателей монастыря посвящают себя другим специальностям, такие как медицина и мистика. Ученых степеней на указанных факультетах по одной манрамба, ниаграмба. Многие поступают на эти факультеты уже после окончания цанитского курса. Таким образом, Дзанхава произвел в Тибете украшение статуй, ввел новую иконографию, стал изображать выдающиеся личности в виде Троицы под наименованием Ябресум, что значит «отец с сыновьями втроем». Учредил общее служение в Лхасе перед статуей Шакьямуни, воссоздал общие правила жизни в монастырях, соблюдение монахами обета безбрачия, завещал изучение буддийской философии по трудам позднейших буддистов Индии, причем придал большое значение друзьям добродетели, под которыми разумел наставников и учителей. Так как образование стало только богословским, то этим он очень возвысил значение лам, которые с его времени стали иметь исключительное влияние. Конечно, всем этим нововведениям, может быть, не суждено было бы продолжать развиваться, если бы не энергичные и даровитые последователи, коим, без сомнения, должно отнести Хэдап Галымбалсана, молодого, даровитейшего и любимого ученика Дзанхавы, а также весьма преданного и усердного распространителя идей новой секты. Он был вторым наместником Дзанхавы. Перерожденцем его считается нынешний Панчен Ринпоче. Немало содействовали секте и последующие ее наместники. Из них можно упомянуть о 14-м наместнике Соднам Дагпа, родившемся в южной части провинции Уй в 1478 году и умершем в Брайбуне в 1554 году, после долгой жизни на разных иерархических постах в желто-шапочных монастырях. Он составил те 2 строфы, которые читаются до сих пор выпускниками факультетов цанит. Они следующие. При широком распространении священных правил святого Дзанхавы, царя священных законов, пусть уляжется то, что препятствует законам, и пусть преуспевает все то, что содействует им, опираясь на 2 собрания, с которыми я и другие соединились на все 3 времени, чистое учение победоносного Лобсан Дагбы пусть сияет на вечные времена. Одним словом, все теперешние ламаиты, последователи Дзанхавы, называют его вторым победоносцем, мотивируя это тем, что он безошибочно разъяснил смысл воли Будды-учителя, которая была установлена учредителями Махаяны. Страна, где усмирил или подавил все нечистые силы,
То есть Тибет является второй Ваджрасаной, а сам Дзангхава – вторым победоносным Буддой. Основанная таким образом, секта в течение времени терпела, в свою очередь, изменения и вылилась в настоящее свое состояние, которое видим в Тибете и Монголии. На последователей ее имели и имеют немало влияния и другие секты. Повышению или современному господству духовенства содействовало, без сомнения, самоучение, по которому как Будда, так и позднейшие проповедники являются только учителями законов, соблюдение которых ведет людей к всеведению или к состоянию Будды. Если выше упомянуто, что многие атрибуты и внешние величия духовенства обязаны своим происхождением католичеству, то и внутреннее содержание похоже на него тем, что ламы являются как бы учителями-наместниками Будды. Но у ламаитов нет единого, непогрешимого наместника, а всеведущих учителей много по отдельным странам и местностям. Далее, на возвышение некоторых из них, как Далай-лама, Панчен Ринпоче, Ургинский Хутукта, Чанджа Хутукта имели большое влияние разные политические события. Междоусобицы светских князей и преданность учения некоторых их из завоевателей, из кукунорских гушихан, это середина 17 века, или маньчжурский Канси, конец того же века. Ламы, являясь более образованным классом у малокультурных и суеверных племен Тибета и Монголии, естественно, могли первыми найти выход из новых обстоятельств, неизменно заботясь о своем возвышении. Само учение Дзангхавы, заставляющее большинство мужского населения стремиться сопричислиться к безбрачному духовенству, при отсутствии распространения других знаний, кроме богословских, послужило и служит к тому, что среди ламаитов очень мало распространено светское просвещение и идет численное уменьшение населения. Количество монахов, бывшее при основателе секты в Тибете, нисколько не увеличилось за 500 лет и даже уменьшилось, хотя преданность секте Дзангхавы, казалось бы, достигла полного расцвета. Говоря о монгольском переводе, уже сказал, с какой целью я предпринял перевод Ламрима. Цель была только знакомство с ламаизмом. Между тем, ламаизм является еще живой религией, если можно так выразиться, Монголии и Тибета, а подробного изложения его догматов, хотя бы в переводе на русский язык, не существует. Затем мне был знаком отзыв нашего профессора Позднеева, что издание текста и перевод знаменитого дзонхавинского Ламрима может быть почитаемо и не безосновательно гораздо более интересным и полезным, чем текст и перевод с Санансецена в издании Шмидта. Эти обстоятельства побудили меня приступить к изданию монгольского и русского переводов. Про монгольский перевод сказано в первом выпуске. Русский же перевод я сделал с монгольских, сличая его всюду с тибетским оригиналом. Различия оригинальных текстов и еще большие разночтения монгольских переводов создавали мне трудности для перевода. В переводе я старался добиваться по возможности буквальности, пока я не даю исследования этого сочинения. Мой труд представляет только часть материала для желающих ознакомиться с ламаитами. В дальнейшем имею в виду издать продолжение перевода, а затем уже дать исследование буддийской философии в том виде, в какой она вылилась в современном ламаизме. И в заключение я приношу свою глубокую признательность профессору Восточного института Кюнеру, который при чтении корректуры первых листов указывал мне некоторые погрешности против русской стилистики. На этом мы заканчиваем 13-ю часть избранных трудов Гамбужап-Цибикова и завершили его труд Дзангхава и его сочинение Ламрим Ченпло. Далее приступим к историческим и научным трудам и очеркам Гамбужап-Цибикова, касающиеся жизни забайкальских бурят до революционного времени.